Этот день ждали. К нему готовились как к большому празднику. В канун 60-летия советской Татарии столица республики принимала в свою семью миллионного казанца. Древний город на Волге стал в нашей стране 20-м городом с миллионным населением. А каким был наш город 60 лет назад? Сколько жителей было в Казани к моменту образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики? В каком году? 60 лет назад. 60 лет назад? Ну, вообще-то, 60 лет назад, по-моему, Казань был достаточно крупным городом всегда. И население, наверное, тоже было, наверное, большое. Сколько приблизительно? Ну, если сейчас миллион, то, ну, может быть 600 тысяч, где-то так. Ну, 60 лет назад, конечно, я, может быть, и не скажу, наверное, 1200-150 было. К 1920 году в Казани насчитывалось 125 тысяч жителей. Город жил накануне большого события. Первый учредительный съезд Татарской Республики. Мы победили. Теперь мы должны наладить все, заявили делегаты съезда. У нас будет соль, мануфактура, керосин. Полным ходом заработает транспорт. Мы возведем новые фабрики и заводы. Нас представляют только как разрушителей. Мы сумеем доказать, что мы можем построить новую жизнь. Они мечтали и строили свое будущее. Твое настоящее, малыш. Вступай в эту жизнь. Это твой город. Родной край, твоя золотая колыбель. О радостной и светлой жизни мечтал когда-то народный поэт Габдулла Тукай, чьи стихи здесь знают с детства. Священна память о тех, кто шел за эту мечту в бой, кто стоял у колыбели советской власти в Татарии, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Муса Джалиль, подвиг поэта-героя, известен всему миру. Он один из 200 героев Советского Союза, уроженцев Татарии. Спросите нас, откуда вы? Мы вольные волжане, из края, где изжито зло, где солнце Ленина светло, навеки вечные взошло, свободно в Татарстане. Сегодня ясный и солнечный день. Смотрю и думаю, какие они были люди. Не каждому доведется побывать здесь, но теперь о нем, о музее Ленина в Казани, узнают еще сотни других людей. Я помогу детям, которых учу, узнать больше о замечательной жизни Ильича. Учитель из Забайкалья. Из неоконченной автобиографии Ленина. В декабре 1887 года я был первый раз арестован и исключен из Казанского университета за студенческие волнения. Затем выслан из Казани. Это было первое революционное крещение Володи Ульянова.
Каждый год 19 декабря звучит призывный клич новых поколений студентов на сходку товарищей, на совет к Ильичу. С гордостью носит имя Ленина Казанский университет. Один из старейших вузов страны отмечает свое 175-летие. Велик его вклад в развитие науки и высшего образования, отметил в приветствии первый секретарь Татарского обкома партии товарищ Мусин. Сегодня этот крупнейший научный и учебный центр находится на передовых рубежах современной науки. На кафедрах и в проблемных лабораториях ведется поиск в области физики, математики, химии, микробиологии, геологии и электроники. Указом Президиума Верховного Совета СССР Казанский университет награждается орденом Ленина. Второй орден на знамя университета прикрепил секретарь ЦК КПСС товарищ Земянин. Казанский университет – подлинная колыбель науки. Его стены помнят немало замечательных имен и открытий. Здесь зародилась отечественная органическая химия. Зинин и Бутлеров, Марковников, академики отец и сын Арбузовы, гордость Казанской химической школы. В Казани академик Завойский открыл явление парамагнитного резонанса. Труды Завойского и его учеников имели мировое значение. Здесь впервые в России записал электрокардиограмму сердца профессор Самойлов. С именами академиков Вишневских связаны выдающиеся достижения советской хирургии. Сегодня в 14 вузах города готовят специалистов для самых различных отраслей народного хозяйства и культуры. Строителей и архитекторов, конструкторов воздушных лайнеров и мощных авиационных двигателей, инженеров современных химических производств, энергетиков и медиков, молодую творческую смену. Жизнь художника неразрывно связана с судьбой его родины. Энтузиазм первых пятилеток. Подвиг народа в Великой Отечественной. Новый расцвет родной земли. Это неиссякаемый родник творчества Сибгата Хакима, одного из старейшин советской татарской поэзии, лауреата Государственной премии РСФСР имени Горького. Меня в молодости вводили в поэзию, татарскую поэзию, вот такие поэты, как Адель Кутой, Муса Джалиль, Хасан Туфан, Фатых Карим. И я вот сейчас стараюсь вести молодых за собой, ввести их в большую поэзию, многонациональную советскую поэзию молодых поэтов. Мне было всего 19 лет, когда я посетил Магнитогорск первый раз. С тех пор, особенно после войны, я посещал нефтяные районы республики, химические комбинаты Нижнекамска, КамАЗ несколько раз. Вот это есть ритм времени. КамАЗ. Его строила вся страна. Он стал для молодежи 70-х годов своеобразной колыбелью трудового подвига, школой жизни и воспитания, как в свое время Магнитка, Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре.
своих лучших людей направила на КАМАЗ татарская областная партийная организация. Многие обрели здесь свой дом, свою судьбу. В стране широко известны имена бригадиров Раиса Салахова, Фазыха Мавликова, Виктора Филимонова. Невиданными темпами поднимались одновременно 6 заводов комплекса: ремонтно-инструментальный, кузнечный, литейный и прессоворамный, дизельный и автосборочный. В сжатые сроки монтировалось уникальное оборудование, многочисленные автоматические и поточные линии. Десять лет, 3500 камазовских дней. Строки в биографии строителя и поэта Николая Алешкова. Глаз моих жажда, родные луга, камень пожаром плывут берега, но там, где у города реки поворот, я вижу, как гордо прожектор бьет, и слышу я снова победный зов грохочущих новью родных берегов. Но жизнь не парада, здесь слякоть и грязь, несутся прорабы, вовсю матерясь, опять не хватает бетона, машин, как медленно тает ночь у вершин. Но глаз здесь не прячут, здесь каждый открыт, и взавтра упрямо каждый глядит, где в споре бессонниц с жестокостью бед родится, как солнце, камазовский свет. Это был большой праздник КАМАЗа, трудящихся Татарии, всей страны. 5000-й автомобиль вывел конвейер первой очереди автозавода на полную мощность. Камские большегрузы вышли на трассы 10-й пятилетки. Трудовым подвигом на Каме назвал Леонид Ильич Брежнев героические дела строителей, монтажников и эксплуатационников КАМАЗов, всех тружеников набережных Челнов. Город на Каме живет заботами нового дня. Строится завод транспортного электрооборудования. Впереди пуск второй очереди автогигантов. Продолжает расти набережные Челны, его новые кварталы, улицы, площади. Город живет, трудится, мечтает. О, как я выговариваю трудно своих стихов негромкие слова. Рождаются они на грани утра, как будто бы на грани волшебства. Но грянет свет, я замолчу печален. Я так хочу, упрямый человек, чтобы стихи в природе зазвучали, как дерево, как облако, как снег. Этот мирный взрыв возвестил еще об одной трудовой победе на берегах Камы. Создано новое рукотворное море, Нижнекамское, как поэма о силе и могуществе человека. Камские гидроагрегаты, тепловые турбины Заинска и Урусу работают на КАМАЗ и нефтепромыслы республики, на молодую отрасль в Татарии нефтехимии. Мастерами-кудесниками можно назвать нефтехимиков Нижнекамска. В этих серебристых колоннах совершается чудесное превращение. Из попутного нефтяного газа здесь получается ценнейший продукт – синтетический каучук. По многим свойствам он не уступает натуральному. А нижнекамские шинники превращают каучук в обувь для КАМАЗов и кировцев, Кейкарусов и Шкод, москвичей и Жигулей. Бригадир Искандер Загидуллин в прошлом шахтер.
в Нижнекамске, как говорится, с первого колышка. Бригада Загидулина работала на всех заводах Нижнекамска. Есть много новогодних традиций, а это местное, Нижнекамское. Засверкает эта лесная красавица праздничными огнями на пусковом заводе. И так из года в год. Новогодняя елка новому заводу. Только за последние годы введены в строй 7 крупных заводов. И каждый пуст освещался огнями новогодних звезд. Теперь черед завода окиси этилена, где работает бригада Искандера Загидулина. Это так просто, конечно, кажется, вот когда вот строитель уходит, даже сам ходишь по комбинату, удивляясь, вроде бы тут не было, вроде бы как это все сделано по щучьему велению. Трудностей очень было много. Подрастут ребята, и многие из них наверняка продолжат славные традиции нижнекамцев. Ну, то страшно шедек. Уйдем. Оякта шабатая. Ол братного зитметрования зимерли птедри. По большим праздникам собирается в родном доме семья Муртазина. Потомственная семья хлеборобов. Слушают ребята рассказы отца и не перестают удивляться. В 15 лет их отец, Асгар Абы, получил настоящую награду – медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Их мать, Мензифапа, тоже из этого села, Карамалы. Здесь они сыграли свадьбу. И пришло в дом счастливое детство. Это первенец Азба. Как и отец, стал механизатором. Римма, его жена, тоже работает в родном совхозе. Старшая дочь Фагима. Недавно она вышла замуж за Александра. И появился в большой дружной семье первый внук Юра. Пошел по стопам отца и старшего брата Ирек. Тоже решил стать комбайном. Сирена и Рима скоро закончат учебу. Найдется им дело по душе. Зиряк уже сейчас выбрал профессию. Помогает отцу на комбайне. А это самые младшие. Зиля, Джамиля и Милюша. Президиум Верховного Совета СССР указом от 17 сентября 1974 года присвоил вам почетное звание «Мать-героиня». Родной дом, родное поле. Когда-то дед проходил по этой земле с охотой. Отец провел здесь первый трактор. Сегодня сыновья идут по золотой ниве мощные комбайны. Все весомее каравай республики. Извечна и неизменна любовь человека к родной земле. Недаром татарский народ назвал свой традиционный праздник праздником плуга – Сабан-Туй. Над колыбелью мечтала мать, чтобы ее сын вырос батыром, честным, сильным, добрым. Краски народного праздника влились в яркий орнамент большого национального искусства Татарии, расцвет которому дал Великий Октябрь.
работать с людьми, пожалуй, главная черта бурового мастера Матвея Грини. Вот уже многие годы бригада Грини удерживает передовые позиции среди буровиков Татарии. Одной из первых в стране бригада перешла на поточный метод строительства нефтяных скважин. Родился этот почин здесь же, на нефтепромыслах республики, в бригаде Дамира Нуруддина, в одной из лучших буровых бригад страны. Нефтяникам работать нелегко, тем более буровиком. Труд буровика самый тяжелый в нефтяной промышленности. И он подостойно оценивается, труд буровика. Дождь, снег, буран, все это испытывают буровики на своих собственных плечах. Если я приехал в Татарию, мне было ровно 21 год. В то время уже были прекрасные буровые мастера. Но я лично знаю, вот, допустим, первого такого мастера, это Белоглазов, который первый дал рекорд. Прославленные буровые мастера. И Гайфулин, Ямазов. Было у кого учиться и было у кого брать. Из нашего управления Дамир Нурисламов, который впоследствии уехал в Гешлак, и он там работал, тоже не равнял в честь татарских буровиков. Уже в то время Тимчик славился скоростными методами строительства скважин, и вот это Багманов Гарай, который, короче говоря, побил все рекорды. В 10-й пятилетке зародилось трудовое соперничество и большая дружба двух бригад, двух буровых мастеров Матвея Грини и Дамира Нуруддинова, лауреатов Государственной премии СССР. Опыт этих бригад – состояние всех нефтяников Татарии и страны. Рабочие руки преображают родной край. Поднимают молодые города. Выпускает на голубые дороги воздушные лайнеры, прокладывает трассы газопроводов, создают материалы, которые не знала природа. Развиваются и множатся лучшие традиции рабочего класса. Юношей пришел на Казанский завод «Теплоконтроль» Наиль Гилязов. Здесь он стал опытным мастером-инструментальщиком, специалистом высокого класса. Сегодня герой социалистического труда Наиль Мингазович Гилязов передает свой опыт молодым. Казанские меховщики. Здесь каждый пятый рабочий наставник. Ими гордятся, у них учатся. Недавно Мирзия Бекчентаева сама была ученицей. Сегодня она дает путевку в жизнь третьему поколению своих учеников. Не только научить хорошо работать, любить свою профессию, но и привить молодым коммунистическое отношение к труду, честность, чувство товарищества. И вот главное, к чему стремится мастер-наставник, сборщица Чистопольского часового завода Серафима Николаевна Голонягина. Недаром говорится, хочешь сделать добро на год,
Поси рожь. На 10 лет посади дерево. На 100 лет воспитай человека. Посмотрите на этих людей, счастливых и гордых. Своими руками они творят красоту родной земли, любимой отчизны, силу и славу трижды орденоносной советской татары.